Управление социальной защиты населения Ленского района продолжает прием заявок на оказание помощи по социальному контракту. Действует программа с 2021 года. Это основной способ оказания адресной помощи малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам, имеющим доход ниже прожиточного минимума. Среди мер поддержки единовременные и ежемесячные выплаты, помощь в трудоустройстве и обучении. Что касается предоставления социальной помощи на основании социального контракта малоимущим семьям, она оказывается по 4 основным направлениям. Это преодоление трудной жизненной ситуации. Здесь выделяются средства на приобретение предметов первой необходимости, продуктов питания, одежды, бытовой химии. Эта помощь оказывается семьям с детьми или одиноко проживающим гражданам, у которых по определенным причинам доходы не превышают прожиточный минимум. Также есть направление на развитие собственного дела. Это открытие индивидуальной предпринимательской деятельности. То есть если есть люди, которые занимаются такой деятельностью, уже либо планируют, но у них нет, допустим, средств для этого, они также могут подойти к нам для заключения соцконтракта. Сумма там максимально 500 тысяч. То есть если это производство, то есть, допустим, производство там, к примеру, пилорама, или это оказание услуг СТО, либо это производство, связанное что-то, допустим, с тортами. То есть такая услуга будет максимум сумма 500 тысяч. Если это касаемо сферы, допустим, красоты, услуг уходовых таких, максимум 350, но опять-таки это на усмотрение комиссии. Далее развитие личного подсобного хозяйства также для малоимущих семей, либо одиноко проживающих граждан, у которых имеется участок собственности, то есть они хотят развить, допустим, личное подсобное хозяйство, либо это высадка картофеля, каких-то овощных культур, то есть помидоры, огурцы, то есть на продажу, для реализации для людей, либо это развитие крупного рогатого скота, птицы и так далее, то есть, в общем, все, что касается личного подсобного хозяйства. У семей должен быть статус малоимущих и участок собственности. Еще одно направление – это поиск работы. Такую помощь могут получить нетрудоустроенные граждане. Выплаты составляют от 350 тысяч рублей и выше. Они получают выплату при заключении соцконтракта в размере величины прожиточного минимума. Эти деньги используют на приобретение предметов первой необходимости, также продукты, одежда для прохождения собеседования, если это необходимо. То есть могут пройти медосмотр, если также это необходимо для трудоустройства. Также там выплаты, допустим, если у нас заявитель нашел работу, и работодатель ему говорит, что вот необходимо пройти то или иное обучение, то есть мы можем оплатить обучение в размере не более 30 тысяч. Также, если у нас заявитель будет обучаться в период обучения, но не более 3 месяцев, мы ему оплачиваем стипендию в размере величины половины прожиточного минимума. Далее, при трудоустройстве, если необходима стажировка, мы также можем оплатить стажировку в размере 3 прожиточных, максимум. Это вот если, допустим, 3 месяца стажировка, значит мы 3 месяца оплачиваем. Если месяц, значит месяц. При трудоустройстве, помимо заработной платы в течение 3 месяцев, также от управления соцзащиты они будут получать по величине прожиточного минимума. Поддержка по этому направлению очень хорошая, но почему-то у нас заявители неохотно идут по этому направлению. Там они должны трудоустроиться официально и вести трудовую деятельность не менее 1 года. В прошлом году добавилось еще одно направление – это индивидуальная предпринимательская деятельность для инвалидов трудоспособного возраста. Это касается только тех граждан с ОВЗ, которые прошли профобучение. Они тоже могут подать документы на преодоление трудной жизненной ситуации посредством выхода из ТЖС по ИП, развитию индивидуальной предпринимательской деятельности. И в этом году у нас добавилось еще одно направление – это индивидуальная предпринимательская деятельность для пенсионеров. Прожиточный минимум там считается у нас в 1,5-кратной величине. То есть если до предыдущих категорий мы считаем 1 прожиточный минимум, здесь 1,5. Почему? Потому что и пенсионеры есть такие, которые у нас пенсия выше прожиточного минимума, и инвалиды. То есть у них, бывает, что, допустим, если инвалид первой группы, у него понятно, что пенсия большая, они не проходят по доходам, но хотя хотят, допустим, вести какую-то деятельность. Но это и касается для инвалидов и ИП и ЛПХ. Заявители сегодня есть по всем направлениям, в том числе и по новым. В том году помощью в поиске работы воспользовалась лишь одна девушка. Она прошла стажировку, ее возместили работодателю. На сегодняшний день она успешно трудится. Ежегодно в Ленском районе появляется более 10 начинающих предпринимателей, которые получили поддержку в рамках социального
социального контракта. Это и массажисты, косметологи, мастера маникюра, фитнес-тренеры. Ленчане занимаются народным промыслом, выпечкой тортов, ремонтом бытовой техники и многими другими. Мы в своем репортаже расскажем о некоторых из них. Исполнить мечту, открыв свое дело, а может быть найти призвание в новой профессии. Ленский район установил своеобразный рекорд по оформлению социальных контрактов. Это мера поддержки, когда государство предоставляет людям средства на реализацию их идей. В прошлом году шансом превратить увлечение в источник дохода в районе воспользовались десятки человек. В планах на этот год показатель нарастить. Анна Петрова – начинающий индивидуальный предприниматель-кондитер. Этим направлением увлекается с детства. Но много лет работала специалистом по экономическим вопросам в городской администрации. А кондитерское дело всегда шло параллельно вместе с ней. 4 года назад для себя открыла новое направление – кондитерский мир. Прошла обучение, получила диплом государственного образца. Полгода назад уволилась с администрации и решила расти по данному направлению. Очень много читала информации про социальный контракт, про социальную поддержку для начинающего предпринимателя. Решила собрать пакет документов, собрала пакет документов, подала через МФЦ, защитила свой бизнес-план. Со специалистами управления социальной защиты был пройден ряд мероприятий, после чего был подписан социальный контракт. Была получена поддержка в размере 500 тысяч рублей. За те годы, что Анна занимается кондитерским бизнесом, она наработала неплохую клиентскую базу. Но захотелось разнообразить спектр своих сладких изделий. Для этого нужно было приобрести дорогостоящее оборудование. Что и помог сделать социальный контракт. На выделенные средства Анна приобрела необходимое оборудование, которое сегодня нужно для открытия кондитерской мастерской. Часть оборудования уже закуплена. Остаток субсидий Анна планирует освоить до 1 июля этого года. На сегодняшний день ведется мониторинг помещения. К сожалению, это острый вопрос. Оказалось сложнее найти помещение, чем собрать весь пакет документов. Но в скором, я думаю, этот вопрос я закрою. Сейчас в домашней кондитерской Анны изготавливается много разных сладких вкусностей на любой праздник или торжество. Такие как бисквитные и муссовые торты, макаронцы, эклеры, пряники объемные, пряники-топеры и с начинками. Зефиры, различные пирожные, капкейки, бенто-торты с печатью и многое другое. Постоянно повышаю свою квалификацию. В феврале месяце 2024 года повысила свою квалификацию. Съездила в город Екатеринбург, где была очень такая обширная обучающая программа. Целых 3 дня я училась новому и буду радовать жителей города Ленска и гостей. Реализует кондитер всю свою продукцию под заказ. Как мы уже сказали выше, у Анны большая клиентская база. Сама не заказывала, но у меня подруга часто заказывает. Очень вкусные торты, безумно вкусные. Я просто не знала у кого, а теперь вот мы познакомились лично. Теперь мы будем знать уже, как говорится, у кого конкретно надо заказывать. Очень вкусные. Нам очень все понравилось. Очень хорошо, что тетя Анины торты хорошие, вкусные. У них мы всегда продаем торты. А так вкусно, что даже не могу удержаться. Главным помощником на кухне Анны является ее дочь Ульяна. Моя мама печет очень вкусные торты, но я больше всего люблю эклеры. А помогаешь маме вообще? Конечно. Помогаю стряпать. Что больше всего нравится тебе стряпать? Макаронцы. Также Анна часто проводит в кафе «Карамелька» мастер-классы для детей по изготовлению капкейков. Они всегда востребованы. Посещают их дети различных возрастов. За час ребятишки успевают начинить заготовку шоколадом, карамелью или ягодным вареньем, украсить кремом и посыпкой. В завершении каждый уносит домой коробочку пирожных, приготовленных самостоятельно. Еще один, теперь уже у многих неотъемлемый атрибут или участник праздника – это большой плюшевый медведь. Сегодня он и еще его несколько рослых друзей приходят на торжества ленчан. В роли Мишки Валерия Иванова. Девушка тоже получила поддержку на развитие своего бизнеса благодаря социальному контракту. Мы поздравляем абсолютно разный возраст. Самые маленькие у нас были от 2 лет. Самые старшие даже не могу точно сказать, то есть возраст не ограничен. Пришла эта идея просто спонтанно. То есть, когда дети выросли, и мы уже понимаем, что услуги обычного аниматора, то есть в плане игр и развлечений, им это уже не очень интересно. А что-то на дни рождения надо. У меня у самой 2 мальчишек. И
Мы начали смотреть просто в интернете, что вообще предлагают в других городах. Первое, что нас заинтересовало, это белый большой аэромедведь надувной. Соответственно, с него мы и начали. Приобрели большого белого медведя Умку, впоследствии приобрели еще зайку Лялю, потом диско-кролик золотой и вот новый у нас бурый Мишка. Все костюмы отшиты по индивидуальному заказу в мастерской ростовых кукол. Летом появятся ростовые костюмы «Котик», «Собачка», «Дед Мороз со Снегурочкой» и робот «Бамблби». Это вот самая такая наша будет масштабная покупка. Такого в городе у нас еще нет. Этот робот почти 2,5 метра ростом. При его ходьбе будут звуки шагов робота. У него есть преобразователь голоса, то есть он будет говорить именно голосом Бамблби из фильмов и мультиков. Также у него все детали подсвечиваются светодиодной подсветкой. Робот вместе с двумя видами пушек. Там будет дымовая пушка, то есть робот прям будет стрелять дымом. Также именинник может попробовать пострелять дымом. Лазерная пушка, то есть лазерной пушкой будет конкурс. Там именинник либо сам робот будут лопать шарики воздушные прям пушкой. Робот вместе с пушками будет стоить 338 тысяч. Екатерина Щегловская тоже воспользовалась поддержкой от государства в размере 150 тысяч рублей. 5 лет назад девушка обратилась в соцзащиту, представила свой бизнес-план, защитила его перед комиссией и получила назначенную сумму. Сегодня у Екатерины своя фитнес-студия. Бизнес девушки успешно развивается. На те средства, которые мне выделили, я купила, прежде всего, кассовый аппарат, прошла курсы по использованию кассового аппарата и также по некоторым налоговым моментам. Также я закупила инвентарь. Сейчас конкуренция в нашем городе достаточно большая, поэтому, чтобы заинтересовать людей, чтобы к тебе люди приходили, конечно, необходимо закупать какой-то новый инвентарь, какие-то новые программы реализовывать. Поэтому, конечно, субсидия мне в этом очень помогла. Социальный контракт помогает начинающим предпринимателям закупить все необходимое для работы бизнеса. Обязательным условием является отчет об использованных средствах. Он должен быть предоставлен в течение полугода. Также отчитаться должны и граждане, получившие поддержку в рамках социального контракта по другим направлениям. Те, кто этого не сделает, будут вынуждены вернуть средства через суд. Социальный контракт заключается на срок от 3 до 12 месяцев. В нем предусматриваются выплаты или бесплатные услуги. Какие именно меры поддержки будут назначены, зависит от программы адаптации. В основном мы стараемся охватить семьи с детьми, которые находятся либо в социально опасном положении, либо семьи, которые уже конкретно признаны семьями в трудной жизненной ситуации, которые у нас стоят либо на учете с РЦДН нашим, либо которых мы сами знаем, которые к нам, ежегодно мы все равно наши получатели уже знаем и стараемся таким первоочередно помогать. Социальные контракты сегодня пользуются спросом, а объемы предоставления помощи ежегодно увеличиваются.